Сегодня у нас в студии Давид Геогабиани, актер, режиссер, документалист, и протоиерей Михаил Потокин, председатель синодального отдела по церковной благотворительности, социальному служению, настоятель храма святых мучеников Флора и Лавра на Зацепе. Добрый день, Давид. Добрый день, дорогой Добрый батюшка. день. Здравствуйте. Благословите. Бог благословит, да. Ну вот у нас, так как вы человек творческий и представляете такую профессию, интересную, скажем, для многих, хотелось бы начать как раз наш диалог с вами вообще о творчестве и о месте духовной жизни в творчестве человека, да, потому что мы с вами знаем, что были разные времена, и в том числе, если мы возьмем, скажем, Иоанна Златоуста, почитаем, он там, значит, театр клеймит и говорит, не ходите в театр, ходите в храм и так далее, и так далее. Но мы знаем, что с тех пор многое изменилось, и античный театр такой, как он был совершенно, так сказать, языческим, скажем так, и вот появилась новая драматургия, и появились, так сказать, в том числе и новые возможности у кино, которое передает не только игровые какие-то моменты, не только развлекательные для людей, да, а может заставить нас задуматься о каких-то вопросах очень серьезных, в том числе о вопросах духовных. Поэтому, когда мы говорим о драматургии, и о театре, и о кино, мы, конечно, имеем в виду в первую очередь это те области, где серьезные авторы размышляют и о смысле того, что с нами происходит, и какие, что такое в себе несет человек, каково его ответственность перед людьми, перед Богом, какие связи интересные возникают, да, и все это вот, как можно сказать, вот если вопрос такой задать себе, вот сейчас в наше время мы видим, опять-таки, некое такое разделение, да, есть, что ли, такая тенденция, знаете, разговоров о том, сколько этот фильм заработал, сколько этот спектакль получил денег, сколько, значит, вот, насколько известны стали актеры, какие они получили премии и так далее. Но есть же и другое кино, другой театр, который посвящен именно творчеству, именно осмыслению какому-то глубокому. И вот в этом смысле хочется спросить у вас, вот искусство для вас, как вот для человека, который этим живет, который посвятил свою жизнь этому, да, что это значит и какая вот роль духовной жизни вот в вашем служении искусству, в вашей работе? Когда я был молодым и работал в Руставском драматическом театре, тогда много чего не понимал. И единственный, который меня больше всего волновало, почему запрещают те сцены и те высказывания, как актеру, из сцены. Почему именно слова, которые из Евангелия, из Библии, неужели это совпадение, я думал. Я тоже не очень хорошо разбирался тогда в Священном Писании, естественно. Но раз эти слова были очень благодатными, и мне очень нравился, как актеру молодому, да, как я это высказывал со сцены, хорошо звучит, интересное содержание. Вдруг Министерство культуры во время прогона именно находило в этих словах, в этих сценах что-то зазорного, да. И говорили они, что потом режиссеру, что надо убрать эту сцену, не надо это говорить. Тогда началась протест у меня, понимаете? Может быть, потому и в чем-то ошиблась, что ушел из театра. Представляете? Потому что как же, я думаю, я люблю правду, и я люблю искусство, и не дают этого возможности высказываться, да, из сцены. Огорчился тогда. И в этот момент как раз видел Тенгиз Абуладзе, режиссер кино. Давид, почему ты ушел из театра? У тебя все главные роли предлагали, все у тебя хорошо было. Я начал с ним поделиться вот эмоционально, почему я ушел, да? И он понял, что я герой именно того фильма «Покаяние», которого он снимал. Но, к моему самому удивлению, после этого фильма тоже ушел из кино. Знаете почему? Почему? Потому что мой дорогой отец Михаил там тоже выбрасывали разные сцены. Мы месяцами снимали,
84 год Батуми снимали «Покаяние». Тенгиз приносил это где-то, и там браковали, говорили, что это надо заново снимать. Не потому, что там технически был какой-то это самое. Нет, им не подходило что-то там. А он вынужден был углубить это через какие-то мысли, через какие-то новые выдуманные сцены. Честно говоря, это кино больше обогащало нас через такой труд. Да, но я же видел молодой актер, что, ага, значит, как в театре, так и в кино. Не дают возможность высказаться, то есть, да, мне надоело это все, горячий был очень, ушел из кино тоже, и начал искать, как вообще, мы православный народ, почему мы так живем вообще, эти грузины, в чем причина вообще, как надо по-другому жить. То есть других призываю к покаянию через фильм, и режиссеры, и актеры, а там мы сами как-то что-то не все в порядке. Вот как у вас здесь в церкви находятся какие-то трубы там, раньше, которые строили, не дают возможность, чтобы вы открыли там весь храм. Так и было у нас, где мы снимали в храме. Этот храм состоялся с этими огромными электронными да какими-то трубами высокого напряжения. И Тенгиз мне сказал, Батон и Тенгиз, что Давид, почему я здесь снимаю? Чтобы власти обратили внимание на этот храм, чтобы вывели все это из этого храма и открыли храм. И так и случилось потом. Там сейчас православная церковь находится. Все эти трубы, все эти самые, дай Бог, что здесь тоже у вас так случилось, да, чтобы храм освободился, да? Да. Скажите, а вообще вот такой фильм «Покаяние» в свое время был очень такой значимый для всех, не только для грузин, но и для русских. Я помню, как этот фильм вышел на экраны, его фраза, что дорога должна вести к храму, да? Так, к чему дорога, которая не ведет к храму? Да. Это удивительный, вообще-то говоря, фильм, и очень глубокий. Но вот, не знаю, почему-то мне кажется, что сейчас меньше стало таких фильмов вот именно такого масштаба, да? Может быть, время изменилось или как-то отношения, хотя сейчас вот, нам свободно разрешают говорить, да, и можно говорить и цитировать Евангелие или святых отцов, пожалуйста, да, но при этом вот, конечно, такого масштаба фильм, как тогда, тем более это был один из первых фильмов, который затрагивал очень такие сложные моменты, да, и моменты именно связанные с репрессиями, момент, связанный вот с этим временем, да. И, конечно, мне кажется, что вот такой сильный фильм, наверное, это все-таки явление такое, нечастое, скажем так. То есть нечасто удается снять такой фильм. А что вы переживали, когда вы снимали, так сказать, что вот именно сам сюжет ведь очень интересный, «Покаяние». Да, такой. Конечно, фильм, там актеры, режиссеры и все творческие коллективы был настроен, чтобы создать очень хороший фильм. И сразу было видно, сценарий был хороший, поэтому и режиссер был очень талантливый, честный, мудрый такой. Он нас не давал готовых рецептов, скажем, актерам. Ага. Он давал нам полную свободу. И через наш талант, как мы имели от Бога, этот талант вложили в этот фильм по усмотрению, скажем, он давал свободу. Допустим, там была сцена, если помните, моего героя Сандру Барателли, художника, Да. вещают, то есть он повесили его, да? Не как Христа на кресте, а как просто мученика, скажем вот так. До этого, в этот же день в Батуми, и в баню это снимали, Тенгиз мне предлагал, что я должен был, значит, на полу, раздетый, и так снимать, как будто с ним все сделали, и мучили, и все на свете. Я сказал, я ухожу с фильма с этого же секунды. Не буду так, как актер, принимать такой сцены участвовать. Как это?
Он сказал, как это не будешь? Вот так и буду, не буду, и все. А что ты предлагаешь? Минутку, я говорю. Конечно, что предлагаю? Вот предложил эту сцену, которую потом снимали. И получился фильм прекрасный. Да, Да. удивительно. То есть вот это показатель того, что он не сковывал нас, как актеров, да? Потому и получился как раз фильм хороший. И вот Автандил Махарадзе тоже прекрасно играл этого злодея, да? Да. Злодея, потому что ему тоже дано была свобода. То все актеры на 100% играли от души. Да. Скажите, вот это слово «от души» вы сказали интересно. Есть один такой современный философ, 20 века, Мартин Бубер. Он в свое время писал о том, что образ, который художник видит, это образ рождается не в нем, он приходит из духовного мира. Художник только воплощает этот образ. То есть мы как бы ретранслируем его, мы не сами создаем образ, да? Образ где-то мы увидели, почувствовали его, да? И потом через нас этот образ воплощается уже в жизнь, становится или игрой актера, или картиной, или музыкальным произведением. Но именно образ — это все-таки образ, который приходит к нам откуда-то, как вот вдохновение. Да? Как поэт тоже. Да, вдохновение. Как муза пришла, да вот она пришла. Да. И в этот момент, то есть здесь видно действительно это действие духовных сил, да, духовного мира, который вот через талант человека может таким образом явиться нам и стать доступным. Ваше переживание становится доступным всем остальным. Правильно? Поэтому это, так сказать, вот духовный образ, такой образ духовной жизни, это удивительная, конечно, картина. После того, как вы уже закончили, да, сниматься, и такой фильм «Покаяние», надо сказать, его один можно снять только, и потом уже ничего не снимать. Это фильм действительно эпоха, и фильм удивительный. А потом, что же вас интересовало в творчестве? Вот сейчас, знаете, молодежь иногда говорит: о, творчество, это нужно снимать ролики, это нужно быть популярным, это нужно что-то говорить такое, что всем интересно, чтобы всех заводило, чтобы тебя это перепощивали, чтобы о тебе говорили. Все-таки что для вас самое важное в творчестве именно? Вот, что вы ищете? Вы говорили, что какие-то вещи вот я не буду делать, не буду сниматься, да, что вот я не люблю говорить, когда нет свободы, да, когда нельзя говорить правду. Да? Но что еще вот важно для вас именно в творчестве, потому что многие молодые сейчас ищут себя, да? Они в том числе сейчас всем доступно видео, да? Все снимают видео, всем доступно что-то писать, что-то говорить, какие-то делать заметки, которые сейчас называются постами. Да? Вот, это же тоже какое-то творчество. Да? Но часто люди ищут именно популярности, да? Чтобы меня заметили, чтобы что-то сделать такое, что обратить внимание, да, других людей. Вот. Или все-таки что-то другое есть в творчестве, что может быть важнее, чем просто, чтобы на тебя обратили внимание. Потому что есть, например, много примеров. Тот же самый Ван Гог, он при жизни не продал ни одной картины своей. Ему помогал брат, Тео Ван Гог, он его содержал. А после смерти его картины продаются за десятки миллионов долларов. Но при жизни он этого не видел. То есть он писал картину, что называется, в стол. Никому не нужная живопись, его тогда никто не понимал, понимаете. Но он все равно, как бы, свое творчество, вот свою свободу, он не предавал ее. Что для вас вот дальше было, как бы, как вы путь дальше свой наметили? Я хронологически скажу, отче. Когда я был в этих поисках, что уходили из кино, тогда, после «Покаяния», в этот период настало 1990, то есть 88 год пришел скоро. Крещение Руси. Тысячелетие, да. И вдруг звонят из Киева, из Довженко, и предлагают еще один роль художника. Михаила Врубеля, великого русского художника, да? Знаете что? Как я понял, что это есть тысячелетие крещения Руси, а тому и согласился. Иначе даже не согласился бы. И слава Богу, приехал в Киеве, вошел в духовную жизнь. Когда Советский Союз передавал Киево-Печорскую лавру церкви, когда нетленные мощи доставляли
чистили, и мира, монахи на плечах вот так взяли и обратно приносили там, и лампады зажигали. До того, вот так тушили свечи, когда я там ставил, при советском режиме, да. И там Варвару увидел, который через 1500 лет нетленно лежит. Поменяли одеяние, который в 45 году во время победы один раз поменяли одежду, и сейчас второй раз поменяли, оказывается. И мне священники давали полобизать на нетленные мощи прямо Варвары, на ноги целовал. И благодать такую получил тогда, что на всю Грузию приехали и рассказывали только об этом. Даже искал уже, где она жила. Никто не мог сказать. Кстати, и когда Игнатий IV пригласил нашу группу в Антиохийской церкви в Сирии, в Дамаск, я снимал тогда фильм «Последователи Христа». Вот Святейший тогда благословил, в каких местах в Сирии надо ехать. Оказывается, что Варвара была в Ливане, в городе Балбек, Вилиополис, старое название. Приехал в этот город, и там, в общем, посмотрел и понял, почему его отец отсек ей голову. Потому что там огромные храмы были языческие. И этот отец был в этих храмах как раз погружен. Он не мог слушать, что Варвара рассказывает, без всяких, допустим, вещественных доказательств, когда у него есть такие огромные храмы, да? В общем, почему я говорю, что в Киеве это была насыщенная духовная жизнь. Вот оказывается, что мне не хватало как художника, как человека в искусстве. Для меня кино, это отдельно кино, без дыхания церкви, без дыхания сверху, что идет вот это, да, и этого разделяется на актерах, на режиссерах, на весь коллектив. Когда группа создана такая единомышленников, которые создают какой-то такой, это самое, продукт, чем людей можно привести к Богу, хоть помалу. То есть без соль земли, да, те люди, которые имеют, допустим, от Господа талант, Гаврил Ургебадзе преподобный говорил, это талант у актеров. И главное здесь то, что кто этот талант, как будет использовать, чтобы довести людей до Бога, привести. Отдельно скрипка, не возьмете скрипача в Царство Небесное, он говорил. Понимаете, здесь должен вот этим насыщено то понимание того, что которые идут в актеры, конечно, можно гениальным актером стать, быть вообще неверующим и так далее. Но врачу и себе. Это неинтересно. Мне лично. Мне лично интересна персона. Чем этот человек дышит? Этот народный артист или молодой актер? Какая у него душа? Он пустой, просто начитанный, или он еще мудрый от жизни? Ведь знание это одно и ничего не значит почти без мудрости. Все равно доходим до страха Божия. Мудрость без страха Божия не придет. Не придет. А молодые сразу не будут иметь страх Божий. То есть это процесс. Процесс. Одно, что если мы можем через наш опыт что-то рассказать им, что-то подсказать и так далее. Но когда мы молодые, тогда мы точно не знаем, что делать. Мы действуем через интуитивно. Вот как сказать, интуитивно. Интуитивно, действуем. да. Да.